Ага, коллеги, мы начинаем. У нас сегодня будет лекция на тему образ правителя в фольклоре народов Саха. Ага, спасибо большое. Вот, хорошо, можете начинать. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня нам предстоит соприкоснуться одной из, наверное, актуальных, и давно имеющей повышенный интерес проблематикой, связанной с образом правителя в фольклоре народа Саха. Очевидно, что у таких народов, как якуты, Саха, которые в прошлом были бесписьменным народом, конечно, большую роль играет фольклор, который представлял собой не только мировоззрение народа, не только его философию, не только его какие-то мировоззренческие установки, держал в том числе о социуме, и в частности о таких категориях социальной, политической значимости, как, например, правитель. Излишне говорить о том, что фольклор якутов уже издавна привлекает внимание различных специалистов, не только, собственно, фольклористов и посоветов, но также и специалистов других научных дисциплин, в том числе, конечно, этнографов, культурологов, антропологов, широкий спектр научных дисциплин. И вот я думаю, что как раз такая тематика, она, я думаю, будет интересна широкому кругу специалистов. Но прежде всего, конечно, условимся о самом понятии правитель, и в том числе применительно к якутам, народу Саха. Дело в том, что, понятно, идея и само определение правителя подразумевает определенную высшую власть над определенной территорией и народом, который проживает на этой территории. И, конечно, возникает вопрос, что ранее бесписьменный народ, и который, как считает большинство историков современных, не имел своей государственности, тем не менее, как показывают, в частности, материалы фольклора, можно действительно говорить о определенном концепте, идеи правителя у якутов. Потому что фольклор, в частности эпос, он отражает очень древнее состояние развития народа и его представлений об окружающем мире и, собственно, о своем народе, о своем социуме. Поэтому уже это дает немалую долю именно интереса и, может быть, определенной интриги. Конечно, в якутском языке есть немало терминов, определений, которые в том числе есть и в фольклоре, которые, в общем-то, отражают эту идею правителя. Конечно, прежде всего, это термин «хан». Он есть в якутском языке. Хан, это имеется в виду, хан, собственно, скажем, у родственных к нам народов, скажем, прежде всего, допустим, монголов, узбеков, В якутском языке он и в фольклоре, конечно, присутствует, но он очень так своеобразно присутствует, потому что ханом там называют не обязательно, собственно, правителя, часто это бывает такой почетный титул, Кроме того, в качестве такой номинации, в качестве такого часто выступают такие понятия, как тойон, допустим. В современном якутском языке тойон, конечно, не утратил свои нагрузки, но сейчас термин тойон скорее больше носит такой нарицательный характер, нежели такое функциональное значение. А между тем, термин тойон, он, как я как историк могу засвидетельствовать, что в самых ранних письменно засвидетельствованных источниках, в частности, 17 века, 17 век это у нас почти 400 лет стоит. То есть это время, когда, собственно,
Деньги 2000, ну как они сделали? Этот термин «тоян», в том числе значение должностного лица, которое имеет определенную власть, в том числе правителя, тоже вызывает определенный интерес. Есть и другие термины, да, которые тоже указывают на правителя. Но мы прежде всего обопремся, извините, да, то есть возьмем за основу, да, суждения наших специалистов по этому вопросу, прежде всего специалистов, которые изучали фольклор, наших якутских фольклористов, но также и других исследователей, и других дисциплин, и наших коллег центров. Чаще всего говорят, образно отразился этот, как сказать, образ, скажем так, да. Прежде всего, конечно, будем говорить о том, что, как это признают, как я уже сказал, большинство исследователей, главные герои всех практически олонхо обычно это богатыри. Так ведь со мной все согласятся? То есть это либо бот, либо нюргумны, либо, ну, как их там, гаон называют, да, разные есть термины. Но они богатыри, то есть сильные люди. И вот как считают крупные специалисты наши, как правило, под батором маркируется именно правитель. То есть это не просто там сильный человек, там, да, какой-то отличающийся воинскими доблестями, да, не только там какой-то хозяин, который возглавляет большую семью, да, не только это богатый человек, но это прежде всего правитель. Это очень четко видно по его функциям. Это, конечно, прежде всего классификация, проведенная выдающимся якутским эпосоведом Николаем Васильевичем Емельяновым, юбилей которого мы отмечали не так давно. Вот он классифицировал все якутские олонхо на 3 группы. Да? Первая группа – это группа олонхо о заселении среднего мира. И вот эта классификация, кстати, она отражает эволюцию понятия правителя, собственно. Да? Это наиболее архаичные олонхо, в частности, такие как сын лошади Дырейбела или Аталами богатырь. Также это наиболее архаичные, да, олонхо. Вторая группа олонхо – это олонхо о родоначальниках племени Уранхай-Саха. Да? Прежде всего, конечно, это знаменитое олонхо, тоже очень архаичное по своему происхождению, рейдях, буридях, эрсолотов, например, в различных вариациях. Ну и, наконец, третья группа олонхо, тоже очень многочисленная, может быть, самая многочисленная группа, это олонхо о защитниках племени Аи или Уранхай-Саха, в частности, олонхо Беретберген и Нюргун-Ботор в различных, значит, вариациях. Ну и, наконец, говоря о исторических преданиях якутов, где тоже очень ярко отразился образ правителя, это, конечно, прежде всего, цикл преданий о времени Кыргыз-Уете или цикл преданий о Тыгыне, Тыгын-Тойоне. Вот эти вот, значит, дефиниции, вот эти вот классификации, проведенные в якутском фольклоре, они, как я уже сказал, очень хорошо показывают нам не только сам образ правителя, но и его модификацию, да, его, значит, дальнейшее развитие. Как я уже сказал, значит, правителем, как правило, например, в олонхо чаще всего выступает ботор. Вот это помимо того, что в олонхо присутствуют те термины, о которых я говорил, да, это и тойон присутствует, и хан присутствует, да, тем не менее, главной номинацией термина, который представляет собой образ правителя, это, конечно, ботор, прежде всего. Ботором также, кстати, чаще всего зачастую, значит, именуют главного героя якутских исторических преданий Тыгын-Тойон. Его тоже называют Тыгын-Ботором, да? То есть подчеркивая воинские доблести. В этом смысле есть какая-то определенная перекличка между эпическим жанром и вот историческими преданиями, о которых я сказал. Итак, это лицо, да, эта персона, Ботур, да, она должна быть наделена определенными функциями, да, которые и позволяют говорить о том, что это правитель. И вот если обратиться прежде всего к
таким очень важным образцам Олонхо, как Олонхо из третьей группы, да, о защитниках племени Аи, там очень четко видна иерархия, да, что вот этот Батур возглавляет не только свою родню, не только ближайший круг родственников, да, но также он властвует над, значит, улусами, да, он властвует над родственниками, да, некоторых других персонажей, да, причем довольно многочисленными, да, и кроме того, он властвует над различными категориями слуг и различных других категорий зависимых людей. То есть это очень сложная иерархия, которая выдает именно концепцию правителя, скажем так, да. И вот эти образные эпитеты, которыми наделяются, да, значит, подчиненные правителю, значит, представители знати, да, например, 44 тойона, да, это очень такой очень характерный эпитет, который часто употребляется в Олонхо, тоже говорит за себя. И вот здесь, говоря о правителе, отражении образа правителя в Олонхо, конечно, уместно обратиться к опыту наших коллег из других, значит, скажем так, научных центров, которые тоже имеют большой опыт изучения образа правителя в своих фольклорных традициях, ну, прежде всего, тюрко-монгольских народов, да. Там, конечно, если мы будем говорить о Олонхо, допустим, тюрков Средней Азии, да, или там Северного Кавказа, или тем более зарубежных стран, то, конечно, там в тех фольклорных, прежде всего, эпических традициях, конечно, уже видно влияние более поздних времен. Там в некоторых фольклорных вариациях, да, допустим, там Кёроглу, допустим, да, знаменитый эпос, да, среднеазиатский, там очень четко видно уже государственные системы, там уже четко виден образ и хана, и даже там чуть ли не халифа, да, и королей там и так далее, да. Вот. Поэтому эти, значит, образцы, они для нас чем поучительны в том смысле, что якутский материал дает именно архаичный пласт, да, именно архаичную стадию в развитии вот политической системы не только якутов, но и тюрко-монгольских народов, да. То есть исследователи вот тех традиций, о которых я говорил, скажем, среднеазиатской, допустим, да, или некоторых других зарубежных, да, они, значит, имеют дело с более поздними, так сказать, образцами, да, фольклора. А в нашем случае они могут уже иметь представление об архаичных стадиях, да, в развитии, в том числе образа правителя. Ну, вот я уже сказал, что в якутском, в частности, эпосе представлена иерархичность. Кроме того, особенно в Олонхо очень много уделяется внимания владениям правителя. Как это ни странно звучит, это речь идет именно о владениях правителя. Не просто там хозяина там, или человека, который владеет огромным количеством там, лошадей там, или скота, а именно речь идет о владениях. Да? Из чего это видно? Из того, что когда часто там герои между собой воюют, например, богатыри Аи, они, конечно, чаще всего сражаются с богатырями Абага, и там речь идет о том, что после победы, допустим, как правило, богатырь Аи побеждает богатыря Абага, и получается, что побежденный богатырь Абага вынужден уступить, или, будучи уже, скажем, побежден, убитым, его владение переходит во владение вот победившего богатыря Аи. То есть это еще раз говорит о том, что перед нами типичный образ правителя. Вот, продолжая то, что я сказал до этого, да, я до этого больше говорил о отражении образа правителя, значит, в Олонхо. Теперь я перейду к отражению образа правителя в исторических преданиях. Вообще якутскому народу, якутской культурной традиции повезло, что у якутов сохранились не только такие богатые, значит, эпические, да, образцы, не только очень такие развитые, скажем так, связанные с древней мифологией представления. Так? В якутском фольклоре сложился целый цикл так называемых исторических преданий. Сахалет-таха, да? То есть
это те фольклорные образцы, в которых, собственно, народная фантазия, да, она уже уступает место конкретным, вполне историческим представлениям. И вот в том числе сегодня мы скажем хотя бы несколько слов о тех представлениях, которые сложились о центральной фигуре якутского исторического фольклора Тыгыне, Тыгын-Тойонь. Дело в том, что этот человек реально жил на финишной стадии позднего Средневековья. Он стал современником событий присоединения Якутии в состав российского государства. И эта личность была настолько значима для якутского народа в то время, да, его даже называли фактически действительно правителем, да, якутского народа именно в период присоединения Якутии к российскому государству. И вот фольклорные образцы, которые в большом количестве были записаны, особенно начиная с конца XIX века, они как раз-то подтверждают этот факт. И вот что интересно, этот человек, он, обладая реальной властью в народном сознании, в исторической памяти народа, остался как образец, ну не скажу идеального правителя, но, по крайней мере, того правителя, который вызывал, во-первых, уважение, да, глубокое уважение, да, почитание. Конечно, в какой-то степени граничащее с таким страхом, что ли, да. Ну, понятно, правитель, он тоже, он в какой-то степени должен вызывать страх и благоговение, скажем, потому что же он обладает функцией не только там управлять, не только там как-то вот вводить законность, но также и обладает функцией карать, да, то есть наказывать, значит, провинившихся. И, конечно, в этом смысле образ Тыгына предстоит именно грозным правителем якутов. Другое дело, что как этот образ сформировался, вот это, значит, другой, значит, вопрос. Потому что в исторической литературе есть такое мнение, что Тыгын на самом деле был не таким крупным деятелем и не таким значимым правителем, как его нарисовали в фольклоре. Да? Вот, скажем, когда пришли русские казаки, они, в общем-то, застали на территории Якутии несколько, как они показалось, враждующих между собой родоплеменных, да, объединений якутов. И вроде как считается, что Тынин, да, князец Тынин Кангаласского, значит, улуса, вроде как был равен, да, по силе другим, значит, князьям, в частности, князьям Заречья, да, например, Барагонскому Тойону Лигею, да. Тем не менее, по некоторым таким, хоть и небольшим, кажется, признакам, все-таки оказывается, что Тынин-то он был более значим, да, в плане, вот, скажем так, уважения, что ли, в плане, значит, авторитета, который он имел среди других улусов. Дело в том, что когда он умер, после 1631 года он перестал упоминаться в русских документах. И с этого времени вроде как его нет, а незримо он присутствует на протяжении почти нескольких десятилетий. Да? Почему? Потому что его сыновей на протяжении десятилетий называли не иначе, как тыниненки, да? То есть, ну, Тыгыновичи по-русски еще, на современный русский язык, если перевести, тыниненки, значит, Тыгыновичи. То есть, я что хочу сказать, ни у одного из князей того времени, да, ни у Легея Барагонского, ни у намского Мумака, да, не было такого отношения уже русских самих источников к их потомству. То есть детей Мумака не называли там Мумаковичами, там, или детей, допустим, Легея не называли Легеевичами, да, и так далее, да. А именно почему-то детей Тыгына называли тыниненками, да, то есть Тыгыновичами, да. Вот. Это уже еще раз говорит о том, что Тыгын занимал именно ту роль, которую можно считать равной правителю, да. И вот теперь, возвращаясь к фольклорному образу Тыгына, здесь мы видим отчетливо, да, еще один характерный признак правителя, да, наделение его сверхъестественными, такими мифологическими, да, отличающими его от других правителей, другого ранга правителей чертами, да, то есть это богоизбранностью, да. Любое взять вот предание, записанное тем же Ксенофонтовым, да, или, например, Сягэнболо, да, там очень четко видно, что Тыгын – это потомок порождения Улу Тойона. Ну, Улу Тойон – это кто? Это одно из главных божеств якутов, да.
То есть это прямой потомок этого божества. Кроме того, ну, понятно, что Тыгын – это богатырь, он там обладает исполинскими там, ну, ростом, там, да, какими-то воинскими, да, доблестями. Это все понятно, это очень хорошо представлено. Кроме того, у него семья очень интересная, да. Ну, мало того, что их много, да, у него там есть и многочисленные сыновья, да, и другие родственники, братья многочисленные, да, с которыми у него очень сложные отношения были. Но почему у него были сложные отношения? Потому что он был самым младшим, оказывается, среди всех сыновей Муняндархана, да. И получилось так, что власть перешла к нему, судя по вот личной Муняндархана. И это, конечно, вызвало конфликт в семье, это понятно. Кроме того, и более того, да, я хочу указать на еще одну отличительную черту вот в его семье, да. У него был сын, ну это помимо вот его дочери, да, Удаганки, да, Таганы, Удаган. Вот это тоже говорит о том, что если у правителя есть такое, значит, потомство, да, в том числе связанное с шаманом, тоже говорит о его богоизбранности, об его исключительности, да. Кроме того, вот у него был такой сын, да, которого называли по-разному, да, Тасулнах называли, да, или Мосвол называли, да, или, значит, еще есть такое имя Керемес, тоже такое распространенное, да, то есть такое очень многочисленные эпитеты даны этому сыну, который будто бы по разным причинам, да, оказался в немилости у отца, да, и он был убит как бы, то ли собственным отцом был убит, то ли по его приказу, то ли он погиб трагически именно по той причине, что он вступил в конфликт с отцом. Вот, казалось бы, такой незначительный эпизод, да, который очень хорошо показан в фольклоре, да, но тем не менее, этот эпизод опять-таки говорит о том, что речь идет именно о правителе очень высокого уровня, потому что вот этот сын наделен, кроме таких вот черт, да, вот имеется в виду самостоятельностью, суждений, да, вот какой-то волей и так далее, он еще наделен тоже сверхъестественными способностями. Да, почему его называют Мосвол? Да, потому что он, оказывается, имел кожу, покрытую, значит, чешуей, да, каким-то таким этим панцирем, что ли, да, или, например, тасутнумах, да, почему у него такая ступня, да, ну, по-якутски переводится как каменные ступни, да, почему у него была такая ступня, то есть это черты какого-то тоже исполина, титана, скажем так, богатыря, да, тоже сверхъестественные способности обладающими, да, и вот это тоже наши ведущие специалисты в свое время тоже говорили, что это определенная богоизбранность, да, то есть это определенная мета, да, то есть, как сказать, признак исключительности, да, не только этого конкретно человека, но и все, что связано с ним, да. И действительно, если обратиться в фольклор других народов, у других народов, не только у тюрко-монгольских народов, но и народов, скажем, европейской устной традиции, там есть тоже схожие, так сказать, черты, да, которые показывают на то, что это исключительные были правители, да. Ну, я имею в виду там, допустим, у русского, да, Владимира Красное Солнышко, который, хотя является тоже историческим человеком, да, историческим персонажем, тем не менее он тоже стал главным героем русского эпоса, да, Былин, тоже выступает таким выдающимся правителем, но у него тоже есть определенные такие сверхъестественные такие черты, которые тоже выдают такую исключительную личность, да. Ну и, конечно, можно продолжить длинный ряд правителей в других странах, да, и в том числе европейских странах, азиатских странах. То есть я что хочу сказать, что якутские правители, фольклорные, да, в том числе, и в частности Тыгын, они стоят в одном ряду среди правителей фольклорных и у других народов. В этом ничего такого сверхъестественного или необычного нет, да. И даже вот в титуле, да, или значит, эпитете, которые давали Тыгыну, Саха Мур Рахтагата, да, вот это очень интересное сочетание, да, Саха Мур Рахтагата, то есть не просто правитель, а такой абсолютный правитель, скажем так, да, не просто король, а практически царь получается, да. То есть Тыгына в этом смысле народное сознание ставило в один ряд с самим русским царем, ну а русского царя в якутском фольклоре называли не иначе как Кюнрахта, то есть солнце, да, царь, солнце, значит, правитель, да. И получается, что в народном сознании якутов собственный правитель Тыгын был равен русскому правителю, да.
И вот, что интересно, я уже завершаю, наверное, уже времени много, я говорю, да, хочу оставить время для, может быть, какой-то дискуссии, может быть, вопросы. Значит, я что хочу сказать, что я вот часто цитирую, значит, мнение другого выдающегося эпосоведа Элиазара Мелетинского, да, который тоже обратил внимание на, вот, скажем так, отличительные особенности якутского фольклора, в частности эпоса. Да. Он не прошел вниманием образ, значит, Тыгына, и он пришел к выводу, что если бы в 17 веке русское государство не пришло бы на территорию Якутии, то вокруг Тыгына сформировался бы еще один, значит, образец, скажем так, эпической традиции. Да, то есть Тыгын стал бы еще одним, значит, эпическим героем, да, и якутский фольклор еще более обогатился бы, да, теперь уже не просто как герой исторических преданий, а уже как героя, скажем так, эпоса, да. Вот. То есть на примере Тыгына, изучения Тыгына можно прослеживать такие, значит, фундаментальные проблемы эпосоведения, как вот зарождение, да, формирование эпической традиции. Вот это я еще хочу сказать в заключение. Ну, наверное, пока все, да. Если будут вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Или, может быть, кто-то хочет выступить даже, да. И, может быть, даже какая-то, может быть, дискуссия, может быть, да. Спасибо. Синга Оллади. Сахалы да, мучалы да, синбир Оллади. Bu правитель диһэ макалат эти болада хаятаганы туха салаятчы янтук тугак боллады булар. Эти самый корчун фаадо жөннөрдө. Они кине болада на батталтан быханары өбүнәрі жүктөдө түмәндер түмшүлләр кынандар тахалларды в основном. О, ну, вот так, меня пидемде. Улу тоян туга уйора валлади. Улу тоян туга оңугута валлади. Тыгыны. Олата көндүрү ки бол батак. Үйәттен айдарылах үйәттен адам ки валлади. Окудук валлади. Бери ол оку бухатырын кудук валлади. Хепте. Онда Отта жохона бір элле йона манчары. Манчарын фольклор геройы эме? Фольклор геройы оғынан бара халаятчы ақсанығыр кейбек болады. Әллейін кейрен сөп, әллейін кейрер, тоғды түрген әллейме батыр келдер. Әллейме тоқ бағылық болын сөп, кені біле оңой күйін керген ұлан, оғы бөні түретін қаян, біле олауын жағанан, біле именно бұл бағылық туын көрдірір бұл, функциясын көрдірір бұл әдепті. Әлі аға бағылық деқі хөп, алаятчы деқі хөп. Kini yakala bir üyetin aydarılay, debol batak beytin içinde üleler, beytin hapsalar, gözü tümen, beytin tırnatak karpılar. Onduk. Ületinden kabına. Onduk. Все-таки он около образ правителя фольклорный народа сахаги бахтомара, когда ты кем-то катцевый сахан. Если народ около когда ты часто кирели, не дера калара, oyunları kiler bakın. Oyunları hoş, oyunların tohpa. Saha bolorge iterallerin, saha Кегник ettəxə saxı kulturatan kitəvəstər obraz balladı. Onun tox правитель дебеккен огынан баран ите буларгы сәһәннәре номоқтура ахтаха бу биленге хаха улустарын да нәһилектерин төрүттәбит саха оюндары балдырды. Атырбыт оюндар балдырды. Иде бүйәң төмөлгө оюн холура. Эбедер керекән оюн, мохсоху керекән оюн. Ондуктар баллар. Нәһилектери улустары төрүттәбит оюндан огынан баран бир оюн туга функцияты тугунан болалай. Болоқтарын сөп, но сүрін функцияты туғынан болар. Вообще вот как бы
образ правителя, он такой синкретичный, да, на нем сходится вот несколько как бы векторов, да, в том числе вот, как это сказать-то, он же правитель, на то он правитель, он как бы жертвует собой, как бы берет на себя очень много, как это сказать, ответственности, что ли, да. Вот не случайно же я же сказал, что вот мотив сыноубийства, да, то есть он как бы убивает, да, своего сына, он как бы говорит о том, что Тыгын как правитель, он принес в жертву своего сына именно не только своей власти, но и вообще судьбе самого, вот, скажем так, народа, племени, скажем так, да, потому что это так случилось, как бы, да. И вот такие вот, да, вот такие сюжеты, да, вот такие мотивы часто присутствуют не только в фольклоре, но и вот в обычной жизни, да, правителей, да. Ну, вспомним, например, как русский царь Иван Грозный, да, убивает своего сына, да. Вы же знаете эту историю. Вот. Тоже был конфликт между, значит, отцом и сыном, да, и отец собственного наследника, надежду престола, как говорится, да, убивает, да, получается, да. То же самое Петр I поступил, например, да, со своим тоже сыном, да, царевичем Алексеем, да. Вот. Также мы знаем конфликт, который был, например, у Чингисхана и, значит, его старшего сына. Вот мы знаем, что у Чингисхана был самый старший сын, это Джучи, да. Вот. И вот между отцом и сыном тоже была определенная отчужденность, и известно, что Джучи, он же раньше умер, Чингисхана, и даже есть версия, что Джучи был убит по приказу, значит, отца. Вот. И так можно продолжить дальше, вот, и у других народов это есть. Вот. То есть это определенная вот как бы избранность правителя, да, то есть это не простой правитель, это не глава какого-то рода, там, какое-то местечко, а именно человек, который на себя взял ответственность за народ целый, да, и вот, к сожалению, у него такая вот, ну, карма, что ли, да, определенная вот, да. Это закономерность, да, получается? Ну, Трагичность такая. назвать закономерностью сложно, да, но человек, берущий на себя вот такую ответственность, он, к сожалению, не застрахован от такого, да, то есть в том числе и вот от таких ужасных, так сказать, предопределений, что ли, да, таких вот, ну, случаев, скажем так, да. Вот. То есть говорит опять о том, что в якутском фольклоре речь идет именно о правителе, да, причем такого очень высокого уровня, скажем так, да. И это в фольклоре тоже находит отражение, да, вот получается. Ну, вот в том-то и дело, что фольклор это как раз та очень такая благоприятная среда, что она вот очень хорошо отражает это все, да, как бы сохраняет в составе своем, да, в образах, да, в каких-то там мотивах, да, очень хорошо это сохраняет, да. Вот именно вот это закономерность, вот это как раз и есть закономерность, да, которая позволяет нам не только вот фольклористам, не только культурологам, не только тем, кто работает с народной культурой, но даже историкам, да, казалось бы, да, вот использовать это в своих исследованиях. Да. Мгм. Ну, получается, если вот والبحر دولنا أقبل ترجمة مستردم بالدرس. وطبعا تخلو برشيد تساق ديناستين بالدر. بس وقت كنت سخالة تم بمر كنا خامن تجاوك تطريد تدقق وتكسك بارك. Отан эти нучетылы династияден туганнакка пухпа. Мин апитим курдук нучалар калерин саңана саха жоно хепте. Тустугунан гынан баран эти нучалар календер били ясах хуяларды. Уну 35 бөлөккө аралар, 35 бөлөккө. Эти олон хо капсулерди. Эми 35-36 до бисуа били актылар да хепте. Эти болана Деньгах чахчу болбут тугу түгенде хепте хайыры тугуры хепте. Ну чем была она били ясах хуяре хепте 35 бөлөк каралды хахалары хепте бөлөктөргө. Ол бөлөктөрүн была она үгүс өттө туактар августравит хепте. Августравит хепте. Аяк аксаннах күчтөкө 200 чекете 500 чеке аксаннах жондах августравит хепте. Огунан барам олар ыккырдылар 5-6 улахан бөлөк баллары. Олары жа улустен аттылары. Жа ол улустарга булана хамер карата 2-3 тыгынча аксаннах жон бар битепти. Короктор бу 5 тыгынча тие. Хамы улахан улус очолорго мэ улуга битепти. Мэ улуга 5 тыгынча тие хамы улахан битеп. Олорун жа бәләре тугунан улахан жа
Я будем нуру, я кыдик, агабахалы кара бол бакка хепте, кыдик тайон дехе хепте, нибудем нуру хепте. Ол жон ужордара хепте. Ити тыгын курдук ужордара да. Ага, тайон дихе хепте. Улахан тайон динаттылык чолорга хепте. Ол жон ужордара хепте. Халгы. О хепте сирве бол бакка, он аксусу, он токсусу етие хепте. Баратор райтон, нигеш. Bu jön ujordарын da nehelek kinahinen talan alanları bit. Ulus bahalığından, ulus tuğunan kulubanan hepte talanları hepte. Onda kelin böyle hürbesiye havalıtır da bu olehinde atanlığı, olehinde kırgığı bir havalıdır da. Böyle jön bilir dolar. Bu jönler bu bay bol bataktır toyun oğulları, toyun sıcanları olehinde üstüğü oğullar hepte. Класс böyle tuğun класс üstüğün kördüğün hepte. Onun dinastiyalar bağlar. Bilgin de onu öldür bilir döndür bağlar. Оттан билегине те агабахылык гына актылдар те доктор улустарга оны хигишап чыгабытта бити агабахылыктыр. Ото агабахылыгы неме осномактан келбиттух. Öydügül bolladı. Osnomaktan hepte. Улустар халаячыларын агабахылык дейдер билеген. Ulus salayachırın onluk tekhi hep o günü barın ofisyalne kelimin kiddadi. Ulus bahılığı. Onu kaydarı olurlar. Hatamata buluyor. Begi bu folklor osnomak ügestuğuna kapsada bitti. Да, мы сегодня говорим про фольклор больше. Ага. Но тема, конечно, такая вот очень интересная, потому что мы говорим про правителей. Она всех волнует. Ну, у всех народностей есть правители, получается. Да? И все это нашло отражение в фольклоре, безусловно. Да? И получается, если вот фольклор, допустим, допускает такие моменты, как даже вот, ну, описывает все это, да, все какие и трагические моменты, и какие-то вот такие моменты, которые не очень приглядные с общей моральной точки зрения, да, но допускает, что правители могут этим, как говорится, пользоваться такими атрибутами власти, скажем так, да, получается. То это получается, что народ иногда даже оправдывает такие вещи, да, ну, если это от правителя исходит, если во имя народа это исходит. Ну вот народная традиция, это она в том-то и заключается ее сила, да, в том числе заключается ее особенность, да, что она отражает то, что мы называем вот именно народной мудростью, да. То есть там, если совсем уж вглубь войти традиции, да, вот это устные традиции, да, там же вот мы сейчас четко определяем, вот это плохо, вот это хорошо, вот это хорошо сделал человек, это плохо, да, вот. А там, вот если глубоко туда зайти, вот эту традицию, да, там нет такого порицания, да. Вот, например, Кыргын убил своего сына, да, нам нет такого порицания, да, вот просто беспристрастно говорится, вот, мол, и так, у него родился, значит, такой сын, и Тыгын просто опасался, да, что он, значит, будет представлять угрозу его власти, да, и он его просто убил. И рассказчик не говорит о том, что это плохо, Тыгын, значит, такой щекой, как говорится, да, это такая вот именно народная, скажем так, мудрость, да, и вот она как раз-то и говорит о том, что вот перед нами вот тот образец, который свидетельствует о необычности, о избранности, да, о статусе этого человека, да. Вот почему-то ни о другом фольклорном герое нет такого, да, представления, как вот, допустим, о Тыгыне, да, допустим, например. То есть я о Тыгыне говорю как о эпическом герое, да. С Тыгыном сравниваются, сопоставляются вот некоторые даже эпические герои, да, то есть которые Тыгын-то это реально живший человек, да, а вот эпически еще неизвестно, да, это реальный был или нет, да. Это тоже говорит о том, что вот перед нами такой человек, да. Даже если можно гипотетически предположить, да, какой-нибудь Олонхосуд жил в 18 веке, допустим, да, вдруг он взял и сравнил Тыгына, да, с эпическим героем, это уже говорит о том, что Тыгын это правитель именно, да. Вот. Тем более, если он его сравнил вот с эпическим правителем, скажем так, да. Это тоже область для изучения научного. То есть образ правителя вот в эпосе и вот
скажем так, реальной истории. То есть это для современного поколения исследователей это отличная область для изучения. Можно по ней написать даже диссертацию. Очень большой поле, действительно. Вообще с общей человеческой точки зрения даже, да? Можно диссертацию написать Да, на эту да. тему, Ага. например. Ну, в свое время даже, вот, получается, государь Макиавелли навел шум, это в каком году это было? Это давно, в Средневековье же было практически. А сейчас, как говорится, фольклор народный, он ну, как бы из глубины веков все идет, и Вот, получается, что это то же самое практически говорит, но языком фольклора. да, вот Нужно разглядеть просто. вы очень хороший пример привели в этой связи. Трактат Никколо Макиавелли, да, «Государь», он, кстати, тоже это определенная фольклорная традиция, если хотите, да? Никколо Макиавелли же это основоположник, считается, политологической науки, да, вернее, политической науки, да? То есть он, написав эту работу свою, да, «Государь», он как бы заложил основу целой научной дисциплине, да? Но вот если проводить аналогии с нашей темой, да, как раз-то в это время эта проблема правителя, да, какой должен быть правитель, она, как сказать, была актуальна, да? Об этом много говорили. Почему? Потому что Италия была разделена на множество маленьких таких независимых, ну, удельных владений, скажем так, да, и была проблема, кто же будет править, кто же будет правителем, как говорится, да. И это тоже было из области, скажем так, фантазии, да, это было из области действительно народной такой традиции, как говорится, да. А Никколо Макиавелли, он как интеллектуал того времени, да, один из ярких представителей Возрождения, да, используя научные знания, и в том числе и фольклор, он же привел очень много сведений о примерах правителей из древности, да, там, начиная там, с античных времен. И вот он изложил свое видение в таких очень доступных... Спикера не слышно, выключи звук, пожалуйста, включите. Не слышно? Нет, Вот слышно? Все есть у вас? Слышно, да? О, пока. А, вот здесь, ага. То есть для части аудитории оказалось не слышно, да, извините, я повторюсь опять, да. Вот удачный пример, тут слышно теперь, да? Удачный пример сегодня сказали насчет вот знаменитого трактата Никколо Макиавелли «Государь», да? То есть для тогдашней Италии вот понятие правитель было очень актуально, потому что Италия была раздроблена на множество небольших владений, и было неясно, кто же станет правителем, да? И вот Никколо Макиавелли выполнил как бы такой народный заказ, как бы, да, составил такой трактат, каким должен быть правитель, да, и невольно как бы написал такой трактат, который прошел через века, как говорится, и вот пронзил время и вышел в наше время, как говорится, да. Вот. Он же вот в письме своем, да, он же написал этот трактат как подарок для Лоренцо, да, флорентийского, так сказать, дожа, да, вот. Он преподнес как бы подарок, как получается, да? Вот, то есть как бы так очень простенько так, да, выразился, как говорится, но тем не менее, да, передал суть вот проблем, которые волновали не только его, да? Вот. Это так к слову, но это очень интересно в этом смысле. Спасибо. У нас вот сейчас, по-моему, уже время поджимает, да? Да, к сожалению. Большое спасибо всем, кто присоединился. Спасибо большое. Возьму на себя смелость сказать тогда, да. И ждем нас на следующих встречах. Надеюсь, что мы потом все это систематизируем, все эти знания, которые мы получили сегодня и на других творческих встречах. И будем надеяться, что слушателей будет больше и больше. И от наших встреч будет еще практическая польза, потому что мы хотим привить не только любовь к Воланхо, но и хотим довести до вас мысль, что в наших вековых традициях, в нашем фольклоре Воланхо заложена мудрость веков, которая потом и выливается в научные трактаты и так далее. Тоже более современные формы изложения информации. Спасибо. Спасибо большое всем. До свидания.